Поклонение является самым важной потребностью человека. То есть инстинкт поклонения заложен в каждом человеке. И это одна из самых важнейших потребностей. И Аллах Субхану ва Тааля сделал поклонение лекарством. И если человек поклоняется правильно, так как учил пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в таком виде это становится излечением для него. И так же как Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Инна салат танха аниль фахшаи валь мункар». Поистине намаз остерегает нас от фахиша, от мерзости и запретного. То есть вот именно вот поклонение, оно как лекарство излечивает нас, увеличивает наше духовное состояние. В то же время среди поклонений есть деяния, которые служат для приближения к Аллаху Субханаху ва Тааля. То есть деяния, совершая которых мы приближаемся к Аллаху Субханаху ва Тааля. И из таких деяний это курбан. Слово курбан, оно производно из Корана, а слово караба – приближаться. То есть цель курбана, мы приближаемся к Аллаху Субхану ва Тааля, выполняя Его приказ. То есть курбан – это не наша прихоть, это приказ Аллаха Субхану ва Тааля. И проявляя подчинение приказу Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, с ихласом, с искренностью ради Аллаха, тем самым мы приближаемся к Аллаху Субхану ва Тааля, выполняя приказ Всевышнего Аллаха. И вот в этом подчинении приказу Всевышнего есть вот то качество приближения к Всевышнему. И это действие восходит к нашему праотцу Ибрахиму алейхиссалям. То есть Аллах Субхану ва Тааля, проверяя своего любимого, мы говорим, что Ибрахим, его качество халиль, то есть любимчик Аллаха Субхану ва Тааля. И вот испытывая своего любимчика, любимого пророка, Аллах Субхану ва Тааля испытывал его, приказывая ему, вначале было первое, он был одарен имуществом. И Аллах Субхану ва Тааля приказал ему раздавать это имущество. И он подчинился. И он начал раздавать это имущество, и Аллах вернул ему это. Потом Аллах испытал его через его здоровье, когда его бросили в огонь, то есть его жизнь. И он пошел на это, то есть подчинился испытанию Аллаха Субхану ва Тааля и нашел огонь холодным, прохладным. То есть Аллах Субхану испытал второй раз. Третий раз же он испытал его любимым ребенком, который долго не рождался, и Ибрахим, алейхиссалям, искренне любил его, Исмаиля, алейхиссалям, и ему пришел сон. То есть он трижды видел сон, где Аллах Субхану ва Тааля приказывает ему сделать курбан, то есть жертвоприношение своего сына. И об этом Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране. Он сказал: «Сын мой, я видел во сне, что зарезал тебя. Что ты скажешь об этом?» Он, то есть Исмаиль, алейхиссалям, сказал: «Отец мой, сделай то, что тебе велено, если Аллах пожелает, ты найдешь меня одним из терпеливых». То есть сын не сказал: «Ты что, я же твой сын, как у тебя рука поднимется?» Если Аллах приказал, ты найдешь меня, иншаллах, если пожелает, а опять же, нет высокомерного, говорит, если Аллах пожелает, ты найдешь меня среди терпеливых. И когда уже Ибрахим, алейхиссалям, привел, то есть он был готов, он подчинился, как опять же, возвращаясь к нашему отношению Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Аллах приказал, мы не думаем, получится, я не готов, я еще не созрел, мы сами'на ва атa'на. Мы услышали и подчинились, он подчинился. Аллах испытывает, каждого из нас испытывает через того, что мы любим. Аллах ревнив. Аллах не согласен на то, что мы будем любить что-то и Аллаха, кого-то и Аллаха. Для мусульманина наилюбимым должен быть Аллах и его пророк. Когда Умар, радийаллаху анху, пришел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Я Расулуллах, для меня любимее Аллах и его пророк». То есть ты и Аллах любимее для меня. На что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Я, Умар, даже больше тебя самого». И вот опять же, вот сподвижники, они не лгали. Мы бы, наверное, сказали: да, конечно, мы бы постеснялись бы сказать. А Умар, радийаллаху анху, сказал: «Нет, я еще не готов». То есть я себя еще люблю больше. То есть он признался в том, что его нафс еще себя любит больше, чем Аллаха и его пророка. На что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: еще нет. То есть еще нет, ты не дошел до этого. И спустя определенное время Умар, радийаллаху анху, сказал: «Я Расулуллах, я Аллаха и его пророка люблю больше даже, чем самого себя». На что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Вот теперь, вот сейчас ты достиг этого». И здесь Аллах Субхану ва Тааля, испытывая своего пророка, сказал: «Принеси в жертву своего сына, того, кого он любил больше всего». И когда Ибрахим, алейхиссалям, пришел, уже был готов это сделать. Аллах Субхану ва Тааля говорит: когда они оба покорились, то есть они были готовы уже, все,
Даже приходит аят, то, что даже нож он попытался, нож не резал. Опять же, это муджиза Аллаха Субхану ва Тааля. Когда острый нож, он не резал по приказу Аллаха Субхану ва Тааля. Когда Аллах говорит об этом, когда они оба покорились, он уложил его на бок, мы возвали к нему, сказали: «О, Ибрахим, ты оправдал сновидение. Воистину так мы воздаем творящим добро». Это и есть явное испытание. Мы выкупили его великой жертвой. То есть Аллах дал через ангела Агнца, которого зарезали вместо Исмаиля алейхиссалям. То есть Аллах поменял его. И он прошел это испытание, подчинившись приказу Аллаха Субхану ва Тааля. И в этом есть испытание нас. Аллах испытывает нас, пройдем ли мы это или нет. То есть, я не люблю. Вот бывает такое, что вот человек говорит: курбан отрез, я не люблю баранье мясо. Брат, ты не режешь ради мяса. Ты не режешь для того, чтобы покушать его. Ты выполняешь самый большой приказ Аллаха Субхану ва Тааля. Аллах приказал: готов ты выполнить, скажешь сами'на ва атарна, или будешь искать себе причины. Мне не нравится баранина, мне не нравится, что костей больше, чем мясо, или того. Выполни. Первое, ты выполняешь приказ Аллаха Субхану ва Тааля. И ученые говорят то, что Аллах испытывает человека. Испытывает через то, что дорого этому человеку. А человек любит имущество, дуния. И вот в данном случае человек, который либо вырастил этого барана, либо эту корову, либо быка, либо заработал эти деньги, готов ли он это пожертвовать, выполняя приказ Аллаха Субхану ва Тааля, или нет? Вот здесь это и есть испытание, такое же, не такое тяжелое, как через которое проходил Ибрахим алейхиссалям, но тем не менее это испытание. И поэтому вот для себя вопрос, курбан нужно делать или нет, мы должны вопрос задать: Аллах нам это приказал. Я готов вот сейчас сказать сами'на ва атарна, я услышал и подчинился, или будем искать себе оправдание? И ученые сказали, что курбан, он восходит к Адаму алейхиссалям. То есть это была сунна всех пророков, когда мы приносили в жертву ради Аллаха Субхану ва Тааля. Когда два сына Адама алейхиссалям, Кабиль и Хабиль, когда среди них был вопрос, который они не знали, как решить, им было приказано принести в жертву самое лучшее, самое дорогое. И тогда Хабиль принес, он был пастухом, у него было много животных, да? И он самого лучшего барана принес и сделал курбан. Что касается Кабиля, то он был земледельцем. И он принес небольшой сноп сена, пшеницы. И Аллах Субхану ва Тааля принял агнца и не принял это. То есть, что мы принесем? Не просто вот ради галочки, а опять же является сунной выбрать лучшее животное, здоровое, дорогое, потому что это приказ Аллаха Субхану ва Тааля. И то, как мы подчинимся, в этом есть ценность этого. И в этом есть очень много пользы и мудрости. Опять же, в самом первом это подчинение Аллаху Субхану ва Тааля. Второе, обеспечение взаимопомощи и единения в обществе. То есть, когда не просто праздник у меня в семье, я режу барана, и я делюсь этим с нуждающимся, делюсь это с родственниками, то есть у нас получается взаимопомощь и любовь между братьями, джамаатом усиливается через это. То есть мы выполняем с одной стороны приказ Аллаха Субхану ва Тааля, с другой стороны я помогаю. И мусульманин тот, кто помогает другим. И об этом сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: наилучший среди вас тот, кто больше приносит пользу другим. Мусульманин не живет отдельно в семье, не видя остальных. Он видит нуждающихся, он делится, делает так, что у них тоже должен быть праздник, как и у него. И через это, вот эта взаимолюбовь, братство, оно крепнет. Следующее. Курбан, это в основе является приближением. То есть значение, мы тем самым приближаемся, выполняя приказ Аллаха Субхану ва Тааля. Человек в основе своей забывчив. То есть человек забывает. Ведь слов инсан, в арабском значении, производное глагола насия, забывает. Люди сами такие. Мы же всегда говорим, хорошее мы забываем быстро. Мы забываем, как хорошо не болеть. Мы забываем, как хорошо жить. Мы не благодарим Аллаха Субхану ва Тааля. И вот этот праздник, когда для нас это напоминание о том, что мы осознали, откуда это, откуда имущество, которое у нас есть, то, что это Аллах Субхану ва Тааля нам дал, чтобы нам не было высокомерия и гордыни, что я один зарабатываю, я один мог достичь, я разбогател. Нет. Это для нас опять же напоминает, что все, что мы имеем, это милость Аллаха Субхану ва Тааля. И Аллах возложил на нас, истинный хозяин Всевышний Аллах Субхану. И Он нам это приказывает, выделить долю из того, что Он нам дал. И вот здесь подчинение Аллаху Субхану ва Тааля, осознавание своего места.
что мы никто без помощи Аллаха Субхану ва Тааля. И мы признаем это, признаем главенство Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля и, подчиняясь, выделяем долю. И в этом есть приближение нас к Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. Третье, ученые сказали, жертвоприношение – это мерило богобоязненности. Насколько ты богобоязненный, показывает, сделал ты курбан или нет. Потому что Аллах не нуждается ни в мясе, ни в крови. И Аллах об этом говорит в суре Хадж. Ни мясо, ни кровь, их не доходит до Аллаха, до Него доходит лишь ваша богобоязненность. Проявление богобоязненности. Аллах приказал тебе, найди, зарежь. Боишься ты Аллаха? Твоя богобоязненность проявляется в этих действиях. В другом аяте Аллах Субхану говорит, вот так, если кто почитает обряды знамения Аллаха, то это исходит от богобоязненности в сердцах. Человек, который пошел, нашел возможность, выделил деньги, хотя, наверное, хотел что-то потратить на мирское, но он сказал, это часть денег, которую Аллах Субхану на меня возложил. Я боюсь его гнева и подчиняюсь ему. Я нахожу возможность и делаю, закалываю животное. Это проявление, то есть доказательство, уровень моей богобоязненности. Также это для нас урок о нашей покорности. То, что когда Аллах приказывает, мы не сидим и не думаем, я не готов, я еще не созрел, у меня есть другие причины, не находим себе оправдания. Так же, как Ибрахим, алейхиссалям, если хотел бы, много бы нашел оправданий. Но вот покорность Ибрахима, алейхиссалям, для нас является уроком. То, что он услышал, сказал «Сами'на ва атана». И также мы должны относиться к приказам Аллаха Субхану ва Тааля. Если Аллах приказал, мы не расспрашиваем, зачем, почему. Мы говорим «Сами'на». Ты творец, ты Господь, ты приказываешь, мы лишь подчиняемся. И Аллах приказал, я также буду, как Ибрахим, алейхиссалям, стараться выполнять приказы Аллаха Субхану ва Тааля. И в этом тоже есть урок для нас. И в этом есть благодарность. Пятое, благодарность Аллаху Субхану ва Тааля за оказанную милость. Повторюсь, все, что мы имеем по милости Аллаха Субхану ва Тааля. Для человека, понимающего богатство, здоровье, спокойствие, которое здесь, только благодаря милости Аллаха Субхану ва Тааля, которую Он нам одарил. И тем самым мы проявляем благодарность, выделяя долю из того, что Аллах Субхану ва Тааля нам дал, жертвуя это. И это проявление нашей благодарности. Аллах Субхану ва Тааля говорит, продолжая в суре Хадж, жертвенных верблюдов мы сделали для вас обрядовым знамением Аллаха. Они приносят вам пользу. То есть мы сделали вам верблюда, который приносит вам пользу. Произносите же над ними имя Аллах, когда они стоят рядами. Когда же они падут на свои бока, то ешьте от них и кормите тех, кто удовольствуется малым, а тех, кто просит от нищеты, то есть нуждающихся, нищих. Так мы подчинили их вам. Быть может, вы будете благодарны. Аллах Субхану ва Тааля создал для нас, подчинил нам этих животных, дал нам это имущество. Будем ли мы благодарны? Выделим ли мы, проявим ли мы благодарность Аллаху Субхану ва Тааля за те милости, которые Он нам оказал? И последнее, шестое, это прощение грехов. То есть это причина прощения грехов. Аллах мог просто приказать, сказать, делайте и все. Но щедрость, милость Аллаха Субхану ва Тааля. Мы подчиняемся Аллаху Субхану ва Тааля. Мы благодарим Аллаха, и Аллах за это нас вознаграждает, за наши деяния, за наши курбаны. И это исправление недостатков. То есть через это Аллах Субхану ва Тааля прощает наши упущения и наши грехи. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говоря своей дочери Фатиме, сказал: «О Фатима, когда стой рядом с жертвой, которую приносишь, знай, что с первой капли крови, упавшей на землю, будут прощены твои грехи». Любое деяние, которое мы делаем ради Аллаха Субхану ва Тааля, Аллах делает причиной того, что будут прощаться наши грехи. И человек, который будет благодарен Аллаху, Аллах обещает: «Ля ин шакартум ля азиданнакум». Тот, кто будет проявлять шукр, Аллах воздаст это. Потраченные деньги на курбан, 10, 15, 20 тысяч, Аллах вернет многократно. Аллах по этой причине простит наши грехи. Аллах по этой причине сделает нас среди проявляющих благодарность Аллаху Субхану ва Тааля. Очень много хадисов приходит о достоинствах того, кто совершает курбан. Даже за один волос этого жертвенного животного Аллах Субхану ва Тааля прощает наши грехи. Это возможность для нас проявить покорность приказу Аллаха Субхану ва Тааля. Быть благодарным и за это получить награду. И человек, который, имея вот эту возможность, проявит халатность к этому, будет среди тех, кто потерпел убыток. Ва акулу кауля хада, ва астагфируллаха ва атубу илейх, ва акимус салям.